Ассаламу алейкум, сыйлы айлар, юлклар, кардашlar, хош келдиңиз, айлы қонақтар. Спасибо, что сегодня все вы собрались. Вначале, наверное, пару вводных слов скажу и основной информации. Регламент сегодняшнего мероприятия час-полтора. Язык у нас будет русско-ногайский, также еще основная информация по уборным. Скажу, мужская уборная на этом этаже, женская на этаж выше. Плюс также просьба соблюдать тишину, потому что тут проводятся занятия, уроки, чтобы не мешать остальным тем, кто находится в этом здании. Ну, еще такой вопрос, кто не подключен, вдруг есть такие люди, кто не подключен до сих пор к великолепному Достар ТВ, то можете подойти потом после мероприятия ко мне, я все объясню, подскажу, ну и плюс будет отдельный блок на эту тему на сегодняшнее мероприятие. Плюс также вначале готовьте свои вопросы, потому что в конце нашего вечера будет целый блок ответов на вопросы, и за лучшие вопросы будут подарки. Подарки, вот, кстати, они здесь, прекрасные кружки с красивым логотипом Достар ТВ, которые Даниэл Ахай чуть не разбил в дороге, но все-таки Аллах шукур в целости и сохранности привез. Что ж, давайте тогда начинать. И вначале, наверное, еще раз скажу Сау-Генске. Спасибо большое, что собрались. И давайте похлопаем друг друга, наверное, что мы сегодня здесь собрались. И у нас на ногайских мероприятиях Москвы появилась некая такая небольшая традиция, когда мы узнаем, кто откуда приехал. И хочу ее повторить здесь, то есть буду перечислять регионы, где проживают ногайцы, и если вы оттуда, то можете похлопать и узнать, кто оттуда приехал. Хорошо? Отлично. Давайте начнем с наших старокольских ногайцев, Ефикумский район. Отлично, есть. Супер. Если тут Новойлар из Карачаево-Черкесии. О, отлично. Что ж, дальше у нас кто? И дальше у нас наш Ногайский район Дагестана. Есть. Отлично. Ну, еще есть Таврумовский, Кизлярский район, вдруг есть тоже тут ногайцы с этих районов. Отлично, есть. Так, супер. Спасибо большое, что все пришли в Саволгис. Что ж, давайте тогда начинать. Сегодня у нас особое событие, культурная революция в ногайском мире, потому что 1 мая порталу Достар ТВ исполнилось 3 года. Он снова удивил всех, разработав на базе существующего проекта новый информационный портал. И сегодня пройдет презентация, собственно, этого нового медиапортала Достар ТВ, который является общеногайским интернет-порталом, включающим в себя онлайн-кинотеатр, круглосуточное радио и новый новостной портал. И у нас у всех есть возможность напрямую взаимодействовать с директором проекта Достар ТВ Даниэлом Исакаевым. Давайте ему похлопаем. Организаторами сегодняшнего мероприятия является региональная общественная организация Ногайская община города Москвы при поддержке ресторана «Юрта». Ну и ведущим сегодняшнего вечера буду я. Меня зовут Руслан Габров. Ну что ж, хотелось бы начать сегодняшнее мероприятие со слов организаторов, поэтому хочу предоставить слово представителю региональной общественной организации Ногайская община города Москвы Аджимбетову Азизу. Под ваши аплодисменты слово нашим дорогим организаторам. Салам алейкум, всем приветствую. Очень хорошо началась наша встреча с разминки рук. Хотелось бы, чтобы действительно вот такой непринужденной, спокойной обстановке так и дальше прошла эта встреча. Даниэл является нашим таким большим общим другом, всегда поддерживает наши активности, наши проекты. Хотелось бы поблагодарить его за это, потому что всегда в любое время находит у себя время, уделяет время и принимает участие. В общем, хочется пожелать развития каналу. С нашей стороны, конечно, любая инфоподдержка, любая поддержка, какая нужна, мы готовы организовывать.
В принципе, что еще пожелать? Данил, всем спасибо, что пришли. Такой солнечный летний практически день. Не пошли в парк, а пришли к тебе. Это тоже определенное уважение и преданность к Руслан ТВ. Так что всем спасибо. За такие прекрасные теплые слова. Ну что ж, как и Азизахай, как сказал, сегодня у нас непринужденное мероприятие в формате беседы, диалога. Нет такого, что как на свадьбах, там будем давать еще слова, то и туда будем почти яшел. Бисмиллахи баслейх, давайте начинать. И хочу предоставить слово Даниэлу Ахаю. Даниэл Ахасы, вначале, наверное, расскажи всем, пожалуйста, что такое Достар ТВ и как пришла идея к ее созданию. Под ваши аплодисменты. Руслан. Руслан является моим учеником, как описал один профессор. Профессор не может быть профессионалом, если вы не видите учеников, поэтому ошибки есть, конечно, ну ладно. Да, все хорошо, да? Значит, хорошо. Зрители больше знают. Салам алейкум, хош келдиңиз. Как сказал Азиз досым. Ноғашы бар деп түсінеді, да? Нет па? Да. Ноғай, орысша арастырып сөйлейін, бір аңламасаңыз айтарсыз, аңламадым сөз деп. Сау болыңыз, бүгін паркқа бармаңызға, сау болыңыз, бүгін сондай күн заманыңызды шығарғаныңызға, мұнда келгеніңізге. Мен бір ел адам жазылтып айттылар, ел адам келді бар, ну, у каждого какие-то свои проблемы, сондықтан бәрін алмаймын, бірді біреуде Ноғайда бір сөзі бар, ақыным жоқ деп, сол бір менде ақым біреуде де жоқ, келгендерге сау болыңыз. Достар ТВ, давайте без воды сегодня я попробую все это сделать, очень коротко, хочу побольше оставить на вопросы, потому что вопросов, вообще в воздухе вопросов Даниэлу Сакаеву всегда много, да? Меня хейтят постоянно, меня как только не называют, но это нормально, я мимо этого прохожу, но сегодня есть возможность напрямую спросить, вот здесь без всяких прикрас, я вот здесь открытый, тем более все это будет записываться, обещаю даже без вырезки, без монтажа, мы все это выложим на YouTube. Достар ТВ, ногайское телевидение, это мое детище. Это то, без чего я жить уже не могу. Мне родные сказали, было несколько раз разговор и с мамой, и с родными, что после каких-то определенных моментов, я говорю, я больше не могу. Я вот душу вот в это вложил, сколько ушло нервов, денег, времени, сколько моих седых волос и так далее. Я не покрашенный, я просто там есть седые волосы. Это мое детище, без него я не могу. Вкратце, если историю рассказать, я буду как перематывать. С общих слов начну. Главная цель Достар ТВ – национальная информационная площадка, объединяющая всех нагайцев мира. Кто изучает менеджмент, он знает, да, сначала надо изучать проблему. Проблема у нас какая? Проблема отсутствия нагайского телевидения глобальных СМИ. Мной подана заявка на госуслугах на организацию СМИ. Но не мне вам рассказывать, как сложно именно в эти годы в России организовать СМИ. Проблемы все знаете, да? Вслух про это говорить не будем, поэтому мне один раз отказали в СМИ. Сейчас СМИ нагайских существует всего 3. Это журнал «Маметеки» Карачаево-Черкесия, это газета «Ноғай Дауысы» Карачаево-Черкесия и газета «Шөл Дауысы» Республика Дагестан. Все, больше СМИ нагайских не существует. Я подал регистрацию, я надеюсь, меня одобрят. Нагайцы мало представлены в журналистике, практически очень мало. Те, кто известен, там Ася Капаева и так далее, мы их все с вами знаем, но их очень действительно мало. Нет единой информационной площадки. Это проблема. Решение: единая информационная площадка нагайского народа в сети интернет. Почему интернет? Если помните, кто жил в Терекли, на месте МФЦ, который стоит сейчас, было телевидение. Это 2004-2005 годы. Примерно эти годы. Ноғайелда просуществовало на 2 года. То поколение это телевидение смотрело. Проблема, почему мы сейчас сделали в интернете, потому что охват. Очень дорого купить радиостанцию. Вот кто связан, возможно, знает. Поэтому невозможно без интернета развить нагайское телевидение, потому что мы не живем в одном регионе. Это вот самая простая причина. Нагайцы рассказывают, где о своих проблемах и победах, и, естественно, мы хотим сохранить нагайский язык, культуру и идентичность. Технологии простые, интернет плюс команда равно Достар ТВ. Под словом «команда» это слово должно быть в кавычках. Как таковой команды не существует. Объясню почему. Все, кто работает в офисах, знаете, что такое аутсорс? Знаете даже? Аутсорс – это когда нанимаются отдельные люди на время какого-то действия. Поэтому на Достар ТВ практически существует один администратор. Я руководитель. В свое время аутсорсе был Рустам Ямполз. Много людей было, которые участвовали,
создавали программы, делали монтаж, снимают и так далее. То есть на каждую программу мы берем, работаем по аутсорсингу. Этапы развития – самый важный момент. Коротко о том, как создавалось. Ковид, март, 28 марта, этот день помню. У меня на апрель было 9 свадеб. И планировал, что я вот сейчас заработаю, там, ну, как у семейного человека всегда есть планы. 28 марта закрывается все. Я остаюсь без единой копейки. Мне 30, ну, много лет, в общем. И, понимаете, человек остается абсолютно без копейки к существованию. Я подумал, что нужен какой-то ресурс, который мог бы работать в ковидное даже время. Плюс к этому ковидное время начал заниматься программой Кешка Хабар, только в Инстаграме. Кто помнит, я тогда брал интервью. Да, помните, даже интервью были очень интересными. Я сам был в шоке. За 30 дней я взял интервью у 25 человек. То есть практически интервью выходили раз в 2-3 дня. Ну, технологии были простые. Я кому-то звоню, вот Раштакай должен был быть здесь. Я ему звоню, он выходит в эфир, мы с ним разговариваем. Мы даже с Лондоном разговаривали. Дамир Якубов из Лондона даже выходил в прямой эфир. И вот тогда пришла идея, после Инстаграма я подумал, а почему это не сделать какой-то портал. Далее, год я собирал информацию. Год мы с Расилем Халиловым ездили по селам, собирали информацию той же телекомпании Новай Эль, которая была. У них ВХС-кассеты уже испорченные, очень сильно испорченные, там прям магнита никакого уже нету, переписывали. И сейчас они потихонечку рождаются. 300 гигабайт информации мы оцифровали. 100 гигабайт из них уже созданы, из них программы. В мае 2021 года мы интернет запустили. Запустили мы со Славом Кампаевым, программист, мой двоюродный брат. Очень плохо запустили. Потому что, когда ты кем-то становишься, кем не является твой род, например, там, в моем роду все учителя. Когда я пошел в торговлю, мне сказали, то есть ты вот берешь, вот идет твоя семья, твой род, да, по одной линии, ты вот меняешь направление. Вот он также примерно поменял направление, у них все правоохранительные органы работают. Я вот так сделал, мне сказали, какое телевидение, что ты в этом разбираешься. Поэтому запускались мы очень плохо. Очень дешевый сайт, очень дешевый, он стоит 600 тысяч. Это для сайта очень дешево, чтобы вы знали. Ребята в Пятигорске работали, запустили, начал ломаться, но телевидение работало. Был эфир в октябре 2022 года, 1,5 года телевидение просуществовало. Я понимаю, что так дальше нельзя. Либо надо телевидение закрывать, либо надо что-то делать. Вкладываешь еще определенную сумму, почти 1 миллион, и перезапускаем. Пишем язык с Bittrex на Python. Кто понимает, тот понимает. Даже Python — это современный язык, который можно менять и так далее. Bittrex работал очень плохо. С этого момента на Достар ТВ, альхамдулилля, все хорошо. То есть сейчас свои моменты будут, но с этого момента все более-менее нормально. В это время мы открыли офис на Достар ТВ. Наспилка Мамбетова здесь сидит, она была администратором. В это время мы начали показывать нагайцам, что мы существуем. У нагайцев есть такой хасиет. Пока они не увидят, что есть какая-то афиша, онлайн-проектам они не верят. Достар ТВ многие, пока не открылся офис Телекли, не верили, что он вообще существует. Говорили, ну, что-то есть, но мы боимся зайти. Вдруг нас снимут деньги и так далее, и так далее. Когда открылся офис, все сказали, забары кэши, на самом деле, существует и кэши. Поэтому после офиса было все потихонечку хорошо. Но был эфир, нажимаешь кнопку, идет эфир. Можно ставить только на паузу, перематывать нельзя, восстанавливать нельзя, программу выбирать нельзя. В Хабаровске живет 500 нагайцев. Когда в 8:00 идет программа, посвященная нагайскому языку, в Хабаровске 2 часа ночи. Они говорят, ну, у меня есть там друзья, говорят, мы смотреть не можем. Эфир был очень неудобный. Пришлось опять вложиться и сделать онлайн-кинотеатр, который вот он существует. Плюс в это время пришла идея создать на базе кинотеатра и радио. И, наконец, как говорится, Холкштрат, в мае этого года, я думаю, 3 года до Старт ТВ, надо что-то делать. Опять мы создали информационный портал, потому что нагайцы очень распространены по России, и у каждого есть информация. Об этом я сейчас буду потихонечку рассказывать. Значит, наши программы Новый Ярлак 400, здесь ошибка, 480 роликов у нас существует. То есть представьте, у нагайцев существует 480 видеоклипов. Кто-то может это вообще представить себе? Вот назовите мне другой народ, у которого столько есть. Из них около 100 мы сняли сами, остальные собраны, из интернета часть есть. Часть этих роликов, около 120, нету у самих артистов. Они ко мне обращаются, дайте мне мой ролик, который я взял кассету, нашел, оцифровал,
Я говорю, а как я вам дам? Вы же как бы сил не приложили, но в любом случае даешь, потому что это нагайцы. Хабарлар новости, маскара шоу, юмор, спектакли. Кстати, кто жалуется, что мы не можем смотреть спектакль, который ставит Ногайский драмтеатр, вы можете их посмотреть здесь. В качестве они сняты. Документальные фильмы есть блок, мультфильмы с переводом на ногайский язык, интервью Кеш Хабар, интервью Заман Келде, Ас Болсын кухня, песни тюркских народов, Аклай ток-шоу, Ногай тыл, Хой шьё. Сейчас мы перейдем, что это такое. Ногай караоке, концерты тематические. Абегдан Алиге переводится от прошлого к настоящему. Архивные материалы разных телекомпаний. Тарих сырлары, программа про историю, и не сорайсын. Русик, перейдем сразу к программам, да? Да. Смотрите, вдруг Савак буду рассказывать, что мы сделали. Здесь не все, не вся информация будет. Султан Яздиев, этой программы уже не существует, потому что она была в Зуме. Она была в Зуме, то есть в Зуме Султан выходил в эфир и делал разные интервью с разными людьми. Но Гайтиль, наш, наверное, такой хедлайнер всех наших программ, главная наша программа, мы этим очень гордимся. Эльвира Ахмамбетовна, действующая учительница школы имени Джанибекова, обучает детей ногайскому языку. Сценарий писала член Союза писателей Сальмет Ахматовна. То есть мы нигде ответственность на себя не берем. Сценарий пишет один человек, и сценарий является достоверным. Аклай ток-шоу, самая рейтинговая наша программа. Актеры Ногайского театра, представители ивент-индустрии. Самбаки ведет программу. Программа набрала очень много просмотров. Ас Болсын, программа, которую очень любят представительницы женского пола. Мария Дильмабетова, первая наша ведущая. Кеш Хабар, программа очень нужная. Яхай Кудайбердиев. Про этого человека можно говорить долго. Кто будет в районе 24 мая, ему исполняется 70 лет. Ожидаются много мероприятий. Начнется все 24 мая, это для информации, да, я сейчас анонсирую, потом и в Махачкале будет концерт. В общем, все это будет человек, который невозможно оценить вклад, который внес Яхай Кудайбердиев в нашу культуру. Нарбеки Маталапова, руководитель отдела культуры Ногайского района, много лет руководила, организатор ансамбля Айланай, вместе друг, соратник Сараджина Батырова, тоже 2 человека из культуры. Ногайрлар, покойная Зухра Шандиева, песни сейчас звучат, можете заходить, слушать всегда на Достар ТВ. Одна из детей, которая выступает, Боранчи Айбике Азгамбаева, по-моему, фамилия, очень активно. Эти ролики мы снимали мы сами. Это Шөл Боранчи Ньянда, 5-летка Ньянда Нуашетца. Ногай караоке. Знали ли вы, что существует ногайское караоке? С текстами, весь текст меняется, все как положено. Около 13, по-моему, песен у нас там есть. Разные песни есть. Артисты сами давали, то есть я ничего не воровал. Я просил у них минусовку, они давали. Сложно было подбирать под звук человека. Ну, знаете, как меняются буквы, да? Мы это все сделали. Ногайское караоке существует на Достар ТВ. Можно заходить и петь. Государственный фольклорный ансамбль Айлана. Это просто примеры. Таких видео, фото много у нас. Спектакль. Название... Карсерлеры, по-моему, называется, что-то со снегом связанное. Сам смотрел, но вот сейчас название не помню. Спектакль Ногайского государственного драматического театра. Ногайский государственный оркестр. Известные артисты перед вами. Отчетный концерт детской школы искусств имени Сараджина Батырова. Раз в году они сдают отчет, и мы их тоже снимали. Песни тюркских народов. Ко мне однажды обратились люди, сказали, мы любим слушать кумыкские песни, карачаевские, балкарские, казахские, так далее, и так далее. Киргизские, то есть тюркских народов много, сами знаете. И есть целый блок, там есть разные песни, в том числе каракалпакские, я подчеркну, где мы были. Ансамбль Тулпар, город Астрахань. Наша гордость, Ногайский голубой огонек. Супер дорогой проект, 300 тысяч. Я почему цифры произношу, просто я, когда так говорю, я понимаю, что сколько труда в это вложено. 300 тысяч ушло. Юрта, которая была создана здесь, часть поддержкой, юрту мы сделали за 60 тысяч рублей. Юрта до сих пор. Юрта в селе Нариман находится. Кому надо, берите. Я уже к этой юрте отношения не имею. Огонек, который собрал 38 ногайских артистов. С тех пор мы как бы не собирались. Это наши артисты. Алан Сариев, Анвар Нурулбаев, выпускники Астраханского музыкального колледжа. Они поют на этом мероприятии. Это моей мамы Киргизи. Она до сих пор хранит. Масхарашоу проект, я в Москве выступал, как назывался, культурный центр «Москвич». И Алла Берца вот сейчас анонсирую, в этом году я планирую 2-й выпуск стендап. То есть Алла Берца планирую приехать, если все будет нормально.
Айтулар Тахпахлар, кто увлекается фольклором, существует на Ногайский фольклор на Достар ТВ, всегда можете заходить, не ищите там где-то там источников других, это все существует, все это есть в видеоформате. Тарих сырлары, тайные истории. Конечно, вопрос такой спорный, с историей сейчас очень много спорят, но здесь несколько выпусков, Викторин, историки из Астрахани и так далее, и так далее. От прошлого к настоящему. По разрешению разных телекомпаний РГВК Дагестан, Карачаево-Черкесия, Лотос Астраханская область, Грозный ТВ, Чеченская Республика нам дали материалы, мы их публикуем. И здесь всегда пишем программы из архива других телеканалов. То есть мы честно говорим, что это другие телеканалы. Русик, в принципе, ты можешь задать свои вопросы, дальше я перехожу уже к другим форматам. Отлично, да. Спасибо большое. Очень классно и очень быстро, очень емко все рассказал, очень интересно, спасибо. И вопрос такой, скажи, пожалуйста, в чем вообще уникальность Достар ТВ? Почему он уникальный не только для ногайцев, а в целом уникальный проект для всей Российской Федерации? Вопрос очень сложный в плане немножко философский. Давайте сделаем очень просто. Да? Мы откроем сайт. Вот если вот с самого начала, вот я открываю новую страницу, да, я ввожу Достар. Я даже на английском ввел, вот выходит, видите? То есть, я сейчас такую вещь скажу. Что такое домен, все знают? Название сайта, да, домен. Домен покупается, знаете, да? Я когда ребятам говорю, давайте Достар ТВ сделаем. Мне говорят, вышку. Мне говорят, домен dostartv.ru стоит 300 рублей. Давай, говорят, купим. Я говорю, нет. Давайте сделаем dostar.tv. А сколько стоит? 6000 рублей. Я говорю, берем. То есть для чего? Чтобы было удобно находить. Я вел на английском, видите? Он сам находит, потому что сайт уже кликабельным становится. Заходим, то есть я перед вами все хочу продемонстрировать, чтобы вы все это видели. Я уже зашел, уже здесь у меня подписку уже оформлена. Я сам, как обычный пользователь, тоже пользуюсь. Уникальность его в том, что в одном портале, Руслан, мы собрали все. Самое главное, это что? Это вот каталог, видите надпись? Нажимаю на каталог. Теперь смотрите, ногайский язык, интервью, кухня, караоке, песни тюркских народов, социальные проекты ногайские, концерты, фестивали, религия, кому интересно, спорт, программа других каналов, театр, мультфильмы, авторские проекты, фильмы, развлекательные программы, песни и фольклор. Здесь собрано 780 роликов. Это очень много, это адский труд, которому посвящены 4 года моей вот этой жизни. Заходите в любой из них, например, мультфильмы. Видите мультфильмы? Алагас Суталох. Как переводится? Курочка ряба. Все очень просто. Это проект Ногайской общины. Большинство мультфильмов, которые созданы в Ногайском районе с помощью школ сел Череные Буруны и Кумбатар. Дети сами переводили. И 3 мультфильма полноценных. Это вот, многие, наверное, видели. Здесь есть вот Кунг-фу панда, Сезон охоты и Ледниковый период. Это мультфильмы. Фильмы. Династия Кенердиазовых, Тулукановка, это про астраханских ногайцев частично. Степях Кавказа, Ислама Сатырова, Алтынока, про ансамбль, который был в 80-х годах в Чеченской Республике. В общем, много чего. Кадрия, Альби Романов, Домбра. То есть многие не знают, что это все есть, понимаете? Развлекательные программы, самые популярные рейтинговые программы здесь не Сурайсен, Ахлая Ток-шоу, Эртеглер. Маскара-шоу. Ну, тут Руслан Япов тоже должен быть. Я вам хочу просто показать. Эртеглер КВН. Просмотры. Здравствуйте. 6295 просмотров. Он считает немножко неправильно, он не как YouTube считает, он считает одного и того же человека, если ты заходишь через час, он опять считает. Но это в любом случае очень много. То есть я просто показываю, как работает Достар ТВ. Нажимаете на play. Это онлайн-кинотеатр. Теперь смотрите. Видите, вот эта красная штука никуда не уходит. Что бы я ни делал, куда бы я ни зашел, поздравить в эфире, поддержать проект, реклама. Вот эта красная штучка всегда будет здесь. Это радио Достар ТВ. Включаю его. С проектора звучит тихий звук. Радио круглосуточное и бесплатное, друзья. Повторяю, круглосуточное и бесплатное. То есть всегда заходите по дороге вы. Раньше радио было только в Ногайском районе. И то ладил Терекельмектеп, Харасу,
Нариман, рядом село. Кумбатаре он уже не ловил. А здесь радио Сургут, Москва. Слушайте, где хотите, даже за границей. И, наконец, информационный портал. В этом году то, что мы создали. Теперь можно писать информацию вот здесь. Я могу про информационный портал перейти, да, Русик? Да. Я опередил, по-моему, да, немножко твой сценарий, кажется. Ничего страшного. Вот, друзья, тут новости. Магазин Юрта, молодой нагайский чемпион из села Карагас. Мой папа чемпион, это тоже Прасид Ахметов. 90 лет была женщина, у которой 26 внуков. И вот можно читать новость дальше. Я про внуки боюсь даже сейчас узнать, сколько их. 55 Töbere Янчер, то есть это с папиной стороны 55, то есть про нее информация там, да. И самое главное, что в этой новостном портале. Если у вас, кстати, вот это резонансное видео, оно тоже здесь. Если у вас в селе, в городе, на улице происходит какое-то нагайское событие, видите кнопку «Предложить новость». Нажимайте на нее. Пишите свое имя. Здесь уже я выхожу, потому что я уже зареган здесь. Заголовок, содержимое, прикрепляйте фотографию и отправляйте. Мы проверяем, естественно, чтобы не было там какой-то экстремистской информации, чтобы не было матов и так далее, и так далее. И просто нажимаем одну кнопку «Репост». Ваша новость публикуется. Еще раз скажу, это все тоже в бесплатном доступе есть. То есть я хочу войти в четвертый год Достар ТВ с фразой «Давайте делать нагайскую историю вместе». Другого портала, к сожалению, нету. Если он появится, было бы хорошо. В конкуренции рождаются самые лучшие проекты. Но я думаю, без конкурентов вроде мы, да, неплохо работаем. Поэтому, друзья, Нугайляр, предлагайте новости, что бы ни происходило у вас. Даже если вот человек, у бабушки 90 лет, она, по-моему, предложила. Не хотели мы рекламу публиковать, но опубликуем. Человек 90 лет, мне кажется, заслуживает того, чтобы ее публиковали. В мобильной версии все звучит, все так же, все показано, только они выходят друг по другу. Вот встреча нагайской общины. В этом же зале, да? Это же в этом зале было, да? Вон Аина сразу впереди. И тут про это сказано. То есть предлагайте новости. Лайки можно ставить, можно писать комментарии. А все могут лайки ставить и комментарии? Нет. Лайки и комментарии могут ставить только подписчики. Писать могут все. Писать новости могут только зареганные. Платить не надо. А вот ставить лайк, комментарий, извините, мы же тоже маркетинг знаем. Даниэл, расскажи, пожалуйста, нам всем про другие проекты Достар ТВ, которые были или которые будут. Спасибо. Смотрите, новые проекты, которые будут, они сейчас, есть несколько фотографий, я вообще их не хотел показывать, потому что немножко рановато. Вот. Сафарали Сарсеев, первый руководитель, основатель молодежного центра Яслых, первый организатор международного КВН вместе с казахами в Ногайском районе. У него 5 дней назад, да, Русик, вы брали интервью, да, Рустам Ямполов и Шамиль, который грозился сегодня приехать, но таки зараз не добрался. Сняли пилотный выпуск, попробовали снять, это молодежный подкаст. Я не буду его назвать мужским, потому что существуют более взрослые форматы. То есть в таком формате они попытались, ну, в смысле, съемка уже есть, мы скоро это выпустим. Самое главное, почему-то, я немножко, конечно, обидно за мужчин, 75% зрителей Достар ТВ представители прекрасного пола. 75%. Может, потому что они дома сидят, я не знаю. Может, потому что любят Достар ТВ. И поэтому мы создали женский подкаст. Эта съемка, буквально за неделю мы сняли 6 съемок, это очень много. Мы снимаем в понедельник, вторник тоже. Мы снимаем 10 выпусков, чтобы их потом публиковать. Аида Джамагишеева, тревел-блогер, рассказывала про тревел и про свою семью. Зафира Исмамбетовна, замглавврача, рассказывала про то, что происходит в здравоохранении Ногайского района. Динара Танголова, парикмахер. Айза, начинающая певица. Ирина Григорьевна, русская, которая корнями родилась в Ногайском районе, любит ногайцев, разговаривает на ногайцев, про ногайский народ. Гульмира, она риэлтор из Москвы, очень, кстати, интересная личность. Опережая такой момент, будем сейчас про проекты или чуть позже добавим, да? Про сторонние проекты. Смотрите, Достар ТВ занимается сторонними проектами. Наша большая гордость, многие, может, смотрели, это КВН в Казахстане. В 2018 году, когда вот Рустам, команда школы КДИ стала чемпионом, этот человек приезжал в Ногайский район. Это Масляков в Казахстане. Его зовут Есен Элиукен.
Он тогда нас пригласил, 17-й год был, 17-й год. В 2018 году был фестиваль Международной тюркской лиги, где было 6 стран. Это Монголия, не монголы, а казахи, живущие в Монголии. Это провинция Баян-Ульги. Это Кыргызстан, это Узбекистан. Из России башкиры, татары, нагайцы. И была команда из... Какую страну пропустил рядом? Сам Казахстан, да, 2 команды. 10 команд. Нас было 3. Я, Альбек Калякаев, художник, все знают, да? Покойный Нарбек Ишибаев, юморист, виртуоз. Замир Султанбеков, племянник Асау, он живет в Казахстане, занимается культуризмом. В Казахстане также Тимур Нурлубаев был, и мы 6 человек, и Артур Найманов, режиссер фильма «Испытание Ула». И из 10 команд, из 6 стран нагайцы заняли 1-е место. Это к вопросу о том, чем занимается Достар ТВ вне своей деятельности. Международный фестиваль Дуслык 2022. Жанна Мусаева, певица, ведущий. То есть 2 представителя из России, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, остальные все участвовали. То есть мы были на вкусе. На вкус это столица Каракалпакии. Нукус правильно называется. Познакомились с каракалпаками. 35 лет не было отношений между нашими народами. И через 86 году, последний раз, они приезжали в Ногайский район. С тех пор мы поехали. Мы были информационными партнерами. То есть это то, чем мы занимаемся. Литературный вечер ногайской поэтессы Джамиля Мамбаевой на сегодняшний день, к сожалению, самая молодая, официально, Калимат, сразу подчеркиваю, поэтесса там, да? Ты когда, я думаю, вступишь в член союзов, ты у нас будешь самая молодая. Она пишет, 3 книги выпустила и 2 методички по ногайскому стихам. Прошел ее вечер. Эта съемка вся на телевидении есть. Красная площадь. В прошлом году прошел фестиваль литературы народов России. Я был спикером от ногайского народа. Мы выступали на Красной площади. Тахир, вот мой сосед, он туда приезжал. В этом году, анонсирую прямо сейчас, с 5 по 10 июня я буду находиться на Красной площади. К сожалению, спикеров ногайских в этом году нет. Но мы выросли, меня, вот эта девушка, ее зовут Евгения Токарак, она должна была сегодня приехать, не успела приехать, включили в организаторы этого проекта. То есть я в этом году являюсь организатором проекта на Красной площади. То есть нас уже сделали модератором, поэтому такой небольшой карьерный рост. Но, к сожалению, спикеров нету. Я предлагал несколько фамилий, но, к сожалению, не утвердили. Вот этот человек тоже не приехал почему-то. Азиз, где он? Врачка сформа. Йолдама? Алгандр Ниязов. Ну, про МИ сейчас чуть позже, Русик. Если, в принципе, потихонечку. Да, спасибо большое, спасибо большое, очень классно все рассказал. И такую небольшую паузу, чтобы ты отдохнул, хотим предоставить слово администратору, выпускающему редактору, человеку, имеющему прямое отношение к созданию онлайн-кинотеатра Достар ТВ, Насыпле Кульмамбетовой. Под ваши аплодисменты хотим предоставить слово. Как раз Даниил Курсенкеннер, 2022 год, да, перезапуск Достар ТВ, и попал в Достар ТВ в ноябре 2022 года. На самом деле так неожиданно, потому что до этого прожила очень долгое время в Москве, потом переехала в Дагестан, Тереклин. И вот каким-то образом попала вообще в новый чудесный какой-то невероятный мир, наверное, сейчас могу сказать. Потому что то, что я успела, как вам сказать, с каким миром я успела познакомиться во время работы вот на Достар ТВ, это действительно, наверное, дается очень редко человеку, для того, чтобы, может быть, себя в каких-то моментах узнать и так далее. И сейчас, когда вот Даниил показывал сайт Достар ТВ, и я смотрю и думаю, надо же, вот так приятно хотя бы какую-то частичку себя тоже вложить в это большое дело, даже элементарно вот эти обложки, которые я делала своими неумелыми руками. То есть на СП, ну как вот навсегда, вот главная страница, вот это же кофе, да? Осознаваешь, смотришь? На СП постоянно, то есть это главная страница, человек, который заходит, видит сначала вот это, и там на СП действительно кадр хороший, кто-то пришел оставить.
Вот, конечно, расчувствовалась. Ну, так получилось, что мне пришлось покинуть Дуслар ТВ. Это было в августе прошлого года. Ну, возможно, да? Когда-нибудь вернуться обратно, потому что действительно это невероятный проект. Это нечто, чего, наверное, нету нигде. Ну, по крайней мере, вот на Ногайском поприще. То есть я, придя просто простым администратором, попробовала себя и в роли ведущей, и в роли стала и монтажером, и кем только я себя не попробовала, даже свой проект запустила. Но, к сожалению, я его не закончила, но, возможно, когда-нибудь представится такая возможность. Даниял, мен сага от всей души ак юрегімнен юраймын. Главное, чтобы твой азарт, чтобы твой пыл, он никогда не проходил, чтобы терпение, это вот самое основное. Я всегда, за него переживала, да, и сейчас переживаю, конечно же, что я говорю о том, чтобы главное, чтобы Данияла хватило терпения, иначе вот мы можем все лишиться такого уникального проекта, как Дуслар ТВ. Вот, так что, Даниял, процветания. Всего-всего самого наилучшего. Алла Тағала ағайынды көмекші болсын. Извините за мою несвязанную речь, я просто не была готова. Сауность, друзья. Вот этот человек, Насыпи знает, как я ей благодарен. Она несколько раз, я ей звоню всегда. То, что делала Насыпи, это Насыпи твой вклад, он навсегда останется. Кофтан, а что сам посылка не плачкасы. Сау Насыпи еще сказал, Алла разу болсын сен. Слово Насыпи Авасы за такие прекрасные теплые слова. Что ж, теперь самый насущный вопрос, самый главный, который, я думаю, интересовал как минимум всех, и, я думаю, есть те, кого он интересует сейчас. Даниял Кай, скажи, пожалуйста, нам, как подключить Дуслар ТВ? Смотрите, вот, например, да. Кстати, я забыл сказать про поиск. То есть всегда есть поиск. Например, я ввожу там, да, Алиби. То есть, вы видите, выходит сразу песня Альби Романова, фильм, посвящен его памяти и так далее. Например, ввожу Терекли. Выходит песня Фатимы Нурбаевой Терекли, «Вас хорошо, как ехал Терекли», антитеррор, социальный проект. То есть есть поисковик. Поисковик работает как Яндекс, клянусь. Я вот в шоке. У меня работает, на аутсорсе работает Павел, вот нас хорошо знает тех ребят. Это они работают во Владивостоке. Разница в 6 часов. Паша просыпается в 3 утра, я еще не ложился, и мы начинаем обсуждать, что же мы будем делать завтра. Вот они сделали такую мощную вещь. Вот такой сайт, он очень дорогой, ребята. Я сам в шоке был, когда я же этим не занимался, я не знал, сколько все стоит. И вот поисковик работает просто шикарно работает. То есть ищите там Кумбатар, не знаю, Ногай, что угодно, например. Можно написать Руслан Янполов? Руслан Янполов, понтануться хочет даже. Руслан Янполов. Не, мы не готовились, он сейчас реально спросил. Да, Руслан Янполов, то есть у него есть 2 клипа у Руслана, они такие молодежные. Вам не понравится, сразу говорю, взрослым. Мне даже не нравится, честно. Просто потому, что он выступает там мультитворческий, как можно было так назвать клип. Да. И Дуэт Кипчаки, это миниатюры. Кстати, кто хочет посмеяться, интернет... появился. Вот это на стендапе, это, как звали парня? Джамал Мамутов, да. Сын Залима Мамутова, хирурга у нас в районе, и Рустам, показ миниатюры. Со средним интернетом все работает нормально. Рустам тогда еще молодой. Подключение. Смотрите, показываю личный кабинет. Видите, оплаты. 17.05, 17.04, 17.03, 17.02. У кого есть подключенный Иви, Кинопоиск, кто пользуется? Пользуйтесь. У вас снимают ежемесячно деньги? Как вы относитесь к автоплатежу? Самый больной вопрос у нагайцев. Когда нагайц подключается один раз, действительно стоит маленькая скрытая кнопка, галочку, если не убираете, включается автоплатеж. Это опыт всех компаний. Не я это придумал. Но без него до стартового существовать не может. Я вам реально говорю. Затраты до стартового в месяц составляют около 150 тысяч рублей. Без производства программ. Теперь смотрите, я сам оплачиваю, я вам показываю вот, мои оплаты. Это первая страница. Вторая страница. С самого начала до стартового я во всем оплачен. Выхожу я из кабинета своего. Опять выходит на сплин. Оформляем подписку. Все очень просто. Нажимаем «Оформить подписку». Здесь надо пройти регистрацию. Приходит пароль на телефон. Пароль.
он для чего нужен? Чтобы вы не подключились к каких-то левых номеров. Всякое в жизни бывает, поэтому нужно, чтобы номер был. Не обязательно, чтобы номер принадлежал вам. Важно, чтобы телефон у вас был в руках, на телефон приходит пароль. Если вы уже были зарегистрированы год назад, когда был конкурс товары и так далее, если забыли пароль, кнопка работает идеально. Вот туда нажимаете, набираете свой номер, остановить, приходит пароль. Каждая смс, все это платно, но для людей все это бесплатно, друзья. С Мегафоном, Билайном, МТС и со всеми операторами России у нас договор, официальный договор, который все работает. Далее мы оплачиваем. Я вам покажу сейчас тарифы. Когда не оплатили, здесь есть тарифы. Подписка на месяц стоит 299 рублей, подписка на 3 месяца стоит 699 рублей, со скидкой 198 рублей. То есть мы 1 месяц делаем скидку. Подписка на полгода стоит 1399, скидка уже почти 400 рублей. И подписка на год, кто хочет, там, почти 3000 рублей, скидка 600 рублей. Все сделано в рамках, все сделано по правилам любого менеджмента, любого стримингового сервиса. Мы не исключение. Поэтому процесс подключения я вам рассказал, он простой. Кто хочет после мероприятия, Русик, я думаю, вам поможет. Видите, то есть я сам не люблю, вот честно скажу одну вещь, я не люблю навязывать телевидение. Оно не может быть навязанным. То есть если это телевидение навязанное, то значит я кого-то заставил, ну, это не всегда хорошо. Поэтому я очень хочу, друзья, чтобы вы автоматически туда были подключены. Почему? Это позволяет нам создавать программы. Есть у Нагайца такая избитая фраза. А почему телевидение бесплатное? Очень просто, да? Ответ понятен, наверное, да? Телевидение не может быть бесплатным. Это супердорогой проект, сайт очень дорогой. И когда я спрашиваю, провожу опрос среди людей, и мне говорят, мне интересны причины. Статистика. В России проживает 110 тысяч нагайцев, на Достар ТВ подключены сколько, вы думаете, сейчас? 2000? Тогда я сейчас вообще был бы богатым, улетел бы. 600 человек подключены. 600. Эта цифра может быть 550. Во время голосования она 1000 с чем-то бывает. Но вот 600 вот в этом плане все это варьирует. Денег ровно хватает на содержание. Но это не проблема. Один человек мне говорит, знаешь, говорит, почему не подключается Ноганер, говорит. Я говорит, просто говорю, я секунден, ему лет 60. У народа, говорит, есть такая фраза. Я объясняю, у меня есть свадьбы. Аллах шукур, заработок неплохой. Все же примерно знают, да? А Ирна где? Сколько стоит свадьба, да, Шайрана? Курсим летом узнает. И примерно все знают, сколько я провожу свадеб. Посчитать несложно, да? Поэтому вот деньги, которые приходят с этого телевидения, ни копейки, клянусь, вот никогда не беру. Все вот уходит туда. Зарплата и так далее. А? Помнишь, да, на СП, момент, когда был минус, я на СП просил, на СП, можно я чуть позже там? Ну, никогда задержки не было в этом плане. И премия была хорошая на СП. Поэтому, еще раз, вот я хочу, чтобы быть понятым здесь. Я никому подписку не навязываю, но если вы подключитесь, вы внесете большой вклад. Потому что, скажу очень простую вещь, я не знаю второго такого проекта именно, чтобы собрал в одном месте почти 800 видео, чтобы в одном месте было круглосуточное радио, включу для интереса. То есть, нет, это не Нурбай, по-моему. Ее голос был? Да. И теперь можно предложить свои новости. Это единственный проект. Если кто-то из молодежи создаст другой проект, я буду только рад. Я готов буду помочь. Но пока он существует, нам надо, друзья, его хранить. Если мы его потеряем, ну, потом мы другого не создадим. И про что я хотел сказать, Русик? В принципе, да, я, в принципе, вот в этом плане закончил. Так, спасибо. И следующий наш блок, большой, наверное, будет звучит вот так. Развиваем Достар вместе. То есть раскрой, пожалуйста, нам этот аспект, как помочь, не знаю, молодежи или другим людям, которые хотят заниматься творчеством, чтобы развивать Достар вместе. Самому блин, он червленый ворны приехали. Теперь смотрите, ребята. Некий блок называется, перефразирую, Русик, свое позволение, вакансии. Вот здесь Руслан и Шамиль подошли ко мне, сказали, а можно мы попробуем снять подкаст? Что такое подкаст, все знают? Молодежь знает даже.
смотрим наших интервьюеров, инагентов смотрим все, правильно, на ютубе? Смотрите, для того, чтобы снять подкаст, нужна одна камера. Вот сейчас меня снимает iPhone обычный, то есть не профессиональная камера. Вот этот микрофон стоит 500 рублей на Wildberries. Два в комплекте вот такие стоят 950 рублей на Wildberries. Для подкаста нужен один телефон, один штатив и два таких микрофона. Все. Я вот с Шамилем разговариваю, я посмотрю сейчас, как вы будете держать свое слово. Мы выйдем в парк какой-нибудь Москвы, да? Сядем на лавочке, снимем подкаст. Я говорю, ради бога. Я сейчас, как директор телевидения, заявляю, что мы готовы покупать у вас подкасты. Молодежь, какая цель? Хочется, чтобы вы развивались. Если вы знаете, что у вас рядом сосед, друг, брат ваш добился успеха в культуре, спорте и так далее, то есть он должен быть интересной личностью, снимайте подкасты. Он может быть один на один, не обязательно, чтобы два человека. Он может быть толпа там разговаривать с человеком, да? Но микрофон обязательно, чтобы звук был хороший, и съемка обязательно. Сумму это все обговорим, это вообще не проблема. Но хочется, молодежь, чтобы вы развивались в этом направлении. Просто вот берите, снимайте. В любом случае, вы знаете интересных нагайцев, молодежь, которых мы не знаем. Мне уже за 40, друзья. Я уже вот не в этом поколении абсолютно. В этом поколении свои интересы. Если у вас свои герои, пусть он, не знаю, рэпер, кто он, кем он может быть. Лучший мерчендайзер Москвы, образно говорю, пятерочки, чем не причина снять про него подкаст. Почему нет? Даже начинающий фотограф Ренат Муратова. Почему нет? Можно снять. Ну, правда, не сейчас, когда будешь снимать для крутых журналов. Поэтому, ребята, я сегодня официально заявляю, что любые программы, которые вы снимете, в случае, что они будут интересными более-менее, вы можете показать мне кусочек, мы готовы, вы будете как продакшн, как российский продакшн. Дайте его нам, мы будем его публиковать. Притом вы за это получите вознаграждение. Я вот про это хотел сказать, я хочу, чтобы вы меня услышали, потому что, повторюсь еще раз, девиз, с которым мы входим 4-й год Достар ТВ, создаем нагайскую историю вместе. Кто не умеет снимать, пишите, пожалуйста, новости. Вот здесь новости пишем. Вот он, новости. Видите, новостей очень много. Кто хочет снимать и при этом немножко заработать, пожалуйста, пишите, делайте нам эти программы. Это текстовые новости, да. Вот еще раз показываю, кто пришел недавно. Нажимайте «Предложить новость». Я сейчас здесь войду. Смотрите, у меня, вот видите, сколько номеров? Это все те, кому я помогал подключаться. Вот мой номер. Войти. То есть пароль он запоминает сам. Он зашел уже, видите? Автоматически выходит мое имя, имя можно менять. Телефон, заголовок новостей, там прошло там какая-то встреча. Содержимое, несколько фотографий. Прикрепили, добавить. Все, с вас больше ничего не требуется. Телефон у вас есть, когда нам нужна будет дополнительная информация, мы сами связываемся. Мы говорим, информации недостаточно. Фотография мутная, фотография вертикальная. Дайте другую фотографию. Или же подтвердите информацию. Вдруг там какая-то фейковая информация. Но если касаемо культуры, мы подтвердить даже читать не будем. Поэтому еще раз вот окончание, прежде чем мы перейдем к вопросам, да, еще раз про девиз, слоган, если хотите. Делаем нагайскую историю вместе. Снимайте для нас подкасты, снимайте фильмы, если хотите. С удовольствием помогу, как делать сценарий, как режиссировать, как выбрать формат, что такое 8, все покажу. То есть мы уже имеем некий опыт в режиссуре и пишем нагайская новость. На этом блоке у меня все. Спасибо большое, Даниил. И прежде чем, наверное, перейти к вопросам, основные блоки мы прошли, да, вроде все показали, все рассказали. И прежде чем перейти к вопросам, наверное, тоже хочу от себя пару слов рассказать, что я тоже очень сильно люблю Достар ТВ, потому что был, так скажем, в начале ее создания, ее развития, разработки. Помню, как с Даниилом монтировали вот эти клипы нагайские плохого качества, как мы выкручивали цветокоррекцию, улучшали звук и все подобное. Как Даниил ругал меня постоянно. Было такое, да. Но и из-за этого я очень сильно люблю Достар ТВ, потому что он очень уникальный не только для нагайцев, но и с точки зрения России, потому что, лично я не знаю ничего подобного, которое есть у других народов Российской Федерации. Есть народы, которые намного больше нас, есть народы, у которых есть свои автономии, субъекты и тому подобное, но
вот такого уникального онлайн-кинотеатра, именно национального, я не слышал ни у кого. И вроде бы ни у кого такого нет, только у нагайцев. Поэтому давайте вместе сохранять и развивать то, что у нас есть. Давайте не растрачивать и не губить ни в коем случае, потому что это очень большой труд, как вы сегодня все узнали и услышали. Поэтому давайте развивать нагайцев, нагайскую культуру, нагайскую историю и все остальное вместе. Спасибо. Можно попробовать. Это любимый цвет Насыпли. Не знаю, почему она выбрала такой цвет. Это вся обложка делала она. Смотрите, друзья, есть просмотры. Видите, Телеклимектеп смотрит много, 242 человека. То есть эти просмотры, нам очень хочется, чтобы они были. Они честные просмотры, немножко некорректно, может, считаются, потому что один человек, если зайдет, посмотрит минуту и на следующий опять зайдет, там будет 2 просмотра. Но мы по-другому пока не имеем ресурсов, но программ много и просмотров хочется, чтобы было больше. В принципе, я готов перейти к второму блоку. Так, и давайте теперь перейдем к вопросам от наших гостей. Если у кого-то есть вопросы, я подойду к микрофону, вы сможете задать свой вопрос директору проекта Достар ТВ. Стесняться не нужно. У нас сегодня так. Это вопросы. Всем салам алейкум. Меня зовут Джалил. У меня больше даже не вопрос, а предложение такое. Года 2 назад у нас в нагайской общине был тоже такой проект, который, к сожалению, мы его не осуществили. Он назывался УСТАС. УСТА, да? Как бы уроки. То есть кто на что гораздо. Ну, как мы знаем, у нас есть деятели культур. К сожалению, некоторые из них нас покинули, и они все с собой забрали, да, вот. То, что они умели делать, они все это с собой забрали, и сейчас это восстановить очень сложно. Вот как вы говорите, Даниэл, приходится искать по крупинкам какие-то ролики, цветокоррекцию вытягивать, все это потом выкладывать. У меня такое предложение: нельзя ли отснять материал, к примеру, сейчас вот кто занимается, условно говоря, да, кто хорошо играет на домбре, да, вот, отснять просто уроки. То есть урок, видеоурок, как он играет. Вот, то есть с разных ракурсов, да, потому что был такой случай, когда за границей, ну, в Турции, нагайцы изъявили желание научиться играть на домбре. Но как играть, откуда играть, у них нет никакой информации. И они вот изъявили желание, чтобы мне как бы отсняли небольшой материал и им как бы предоставили. Вот, то есть такая идея классная, да, мы его хотели реализовать, но, к сожалению, у нас ответственного человека не нашлось, и мы пока притормозили с этим. Вот, хотелось бы, чтобы ваша команда как бы эту идею воплотила. Если что нужно от нас, от нагайской общины, мы как бы тоже готовы к этому, да, проекту, потому что мы уже как бы видим примерно, как что должно быть. И хотелось бы, чтобы вы определенный какой-то список составили тех людей, которые сейчас вот живые у нас есть, да, кто вот, художники, там, не знаю, музыканты, даже те женщины, которые вот в Матаре, да, как ковер, да, или вот, ну, к примеру, да, вот назвать раздел «Уста». Вот, и там уже размещать вот эти материалы, и каждый человек, кто хочет научиться, условно говоря, любому ремеслу, он зайдет и просто посмотрит этот урок. Вот, как бы вот такое предложение, там дальше уже от вас зависит. И за идею, конечно, я хотел бы небольшие доллары. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, да. Бесплатные подписки достаточно. Джалилю 299 мат йоқтыр. Нет, Джалиль, на самом деле, этого человека вот отмечу, который всегда тавлат. Много афиш это делает Джалиль. Джалиль за это пытается брать деньги, но я говорю, что у меня денег нет, больше хаверштим, и соглашается. Много афиш, вот конкретно это афиша его. Я хотел, Нияза показать хотел, да. Много афиш это его, поэтому Джалиль Сасавол. Да, можно. Правда, я не вижу. Смотрите, вот всегда какая сложность наступает, когда мы придумаем новые программы, вот нас признает. Мы думаем, куда же это поместить?
Вот смотрите, здесь даже блока нету, да? Соответственно, вот видите, пустое место вот здесь. Придумаем блок у стола, там, да? Мастер-классы по-русски, правильно же? Сейчас, как называется школа? Эквиум, да, вот школа, где и английский, где чему угодно можно научиться, программированию, тот же Python там есть. Поэтому идея хорошая, Джаль, я обязательно вот, пометил себе, уже пометил. Очень хорошая идея, да. Действительно, всех собрать, не только дамбристов, бро художниктер, бро кигизер, бро образатор. Здесь есть какие-то части, здесь кигизбасу тоже есть на Достартове, Эмир Ативалипский, Малкумбатаре. Но в одном месте их не было. Поэтому сейчас вот навязывается идея вот здесь поместить новый блок, который называется «Уста», где будут мастер-классы по нагайским видам. В принципе, да, Джаль сделаем. Без проблем. Салон. Спасибо за ответ. Так, есть еще вопросы от наших гостей. Не стесняемся, как бы руки есть. Всем ассаламу алейкум. Даниил, ассаламу алейкум. Такой вопрос. Вы хотите развивать Достлар ТВ исключительно как стриминговый сервис? Или, может быть, в дальнейшем какие-то Достлар ТВ примет какую-то иную форму, или, может, как-то расширит свою, как сказать, сферу своего использования? Вот. Эльдар зовут, да? Да. Оставь микрофон. Эльдар, смотри, я немножко, может быть, уже у нас с тобой возрастная разница большая. А что можно предложить? Во что оно может превратиться? Скажи, пожалуйста, я вас слушаю. Я просто... Какие мысли у меня были, мне очень хотелось найти какие-то архивные данные, чтобы узнать больше о своих родственниках. Я недавно пробовал заходить в сервис Яндекс.Архивы, там поискать своих, но так ничего не нашел. Где-то в интернете очень много пытался прорыть, именно вот, чтобы архивы были, какие-то архивные выписки, может быть, времен имперских, может быть, времен советских. Вот это было бы мне очень интересно. И интересно было бы какое-нибудь собрание литературы, именно вот в электронном формате, чтобы можно было стихотворение, может быть, каких-нибудь наших авторов, каких-нибудь малоизвестных авторов, не только, допустим, Сикапаева Кадриевич, но еще кого-нибудь тоже начинающего. Вот именно есть ли у вас идея о том, чтобы Достлар ТВ развивать и в текстовом формате, не только мультимедийном? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Вот, когда молодежь спрашивает такие вопросы, становится очень приятно. Эльдар, знаешь ли ты про сайт Китабхана? Часть того, что ты говоришь, там уже есть. Как звали? Радмир, да? Радмир звали создатель? Рамиль. Радмир Нуралиев создал прекрасный сайт, сам часто захожу в него, ищу там Ятаулар, Нидер. Когда ко мне обращаются по конкурсу Ятаулар, Ятаубермиши, я говорю, ну я же вам не передам, говорю, Сургут, заходите на сайт, там все есть. Вот там есть книги, там есть стихотворения, там есть книги вообще все, которые были, не знаю, от самых таких начальных времен. Но ты затронул важную тему, архив. Архива там нет. Архив можно только если кто-то из нас или из историков, ты не на историческом учишься. К сожалению, нет, тебя не пустят. А если кто-то из вас учился бы на историческом, его пустили бы в наши библиотеки государственные, да? Архив, если можно, я думаю, можно будет найти выход. Если бы они отсканировали архивные данные, с удовольствием, здесь можно было бы создать где-то наверху где-то блок, не в каталоге, а вот где-то здесь блок, здесь называется архив нагайцев. И там прям текстово именно не то, что мы писали, потому что мы можем писать что угодно, потом сложно будет это задокументировать, а именно сканы. Если это сканы, по примеру Радмира Нуралиева будет, то это было бы классно. Идея хорошая, но будет проблема, сразу тебе говорю, с архивными данными, потому что мы их не найдем. Да, Зульфия? Да, нет, разрешать могут, если ты, например, я думаю, Мурат Заргишев, Ахмед Яраков, они могут заходить с помощью своих, как говорится, деятельности пустят, а простого человека в архивы, по-моему, не пускают, да. Но есть же такая фраза избитая, я не знаю, слышали или нет, если нагайцы узнают свою историю, то они умрут от гордости. Но это правда же на самом деле там, да? Поэтому немножко с этим сложно. Вот если ты сейчас... Айка, если он очистится со своего факультета и поступит на исторический, как на это смотришь? Я его отговорила, я отправила вообще в другую сторону. Это ты виновата. Друзья, вот, отцы и дети. Вам пример, когда человек хочет, я вижу, Ильдар очень много знает, в свои годы, я столько, наверное, не знаю, но вот родители говорят, мед, эконом, да, юридический, в своем возрасте. Да. Спасибо, Ильдар. Идея хорошая, если найдешь архивные данные в каком-то большом количестве, создать здесь блок 5 секунд, честно. Но, наверное, надо какое-то разрешение не иметь. Я так думаю, что нужно. Просто так без лицензии, скорее всего, это нельзя делать. Спасибо.
Да. Высвечивается ли номер телефона другим пользователям? Нет. Вот конфиденциально здесь мы не имеем права, мы соблюдаем полностью законы. Я являюсь одним из редких ИП в Ногайском районе, который платит налоги до копейки, потому что у нас нет нала. Нет нала. Все проходит через Юмани. Юмани отправляет в налоговую службу, сразу же без меня отправляет. Там мне говорят, у вас такой-то счет. Я проверяю, да, обычно все совпадает. Мы налоги платим досконально. Поэтому телефоны распространять не имеем права. Никто не имеет, кроме нас, имела доступ к телефону. Никто, кроме администратора, он должен скопировать, сделать скрин, кому-то отправить. Простого доступа никто не имеет. Все зашифровано. Еще раз говорю, программисты, которые делают телевидение, очень умные программисты. Мне они очень нравятся. У нас проблем. Они дорогие программисты, но они классные. Поэтому я отказывать даже не собираюсь, потому что пока сайт работает без сбоев абсолютно. Я ответил же на вопрос, да, Ика? То есть за граница, если даже Казахстан, не можем, к сожалению, не можем. Радио пусть слушает, то есть оплаты не будет. Или же, если вы доверяете, оплатите за них, они вам как-то перечислят. Главное, чтобы инагенты вы не стали бы. Спасибо за ответ. Я так понял, что вы очень хорошо сохраняет политику конфиденциальности. Очень хорошо, да. Здесь это, конечно, очень классно. Вот, так. Политика обработки данных, здесь все написано. Все есть, можно посмотреть, все как прочитать, да, все как да. положено. Это разработчик, кому такая реклама, если нужна помощь, вот Владивосток, бизнес-логика, создадут любой сайт за 5 секунд. Ну, не 5 секунд, имеется в виду хороший сайт создадут, я отвечаю за свою работу. Круто. Так, еще вопрос от наших гостей есть. Молодой фотограф, сказал. Всем здравствуйте. Вопрос такой. Можно ли создать отдельную папку с афишами? Типа, например, даже о сегодняшней презентации надо было узнавать из статусов WhatsApp, там, истории. Вот. И потому что если выкладывать в новостях, то придется искать, оно может Немножко не понял я вопрос. Афиши. А где? Анонсировать. Где? Площадка? Зашел на сайт сразу. В новостях просто придется искать, это уйдет вниз, а афиши, там только вот афиши, встречи, какие-то вечера, всякие концерты, что-то. В общем, чтобы сделать новый блог, допустим, там Шаралар или Яшилхлар, анонсы предстоящих мероприятий в Ногайском мире, там, не знаю, в Москве, в районе, на севере и тому подобное. Правильно же? Да. Я думаю, можно, Ренат. Сейчас немножко доходит твой вопрос, да. Я думал, как бы вот здесь мы сделали, да? Но это надо искать, как ты говоришь. Но у нас есть, знаете, какая площадка самая крутая сейчас у ногайцев? WhatsApp. Был, есть и остается, наверное, будет. Это вот наши прям WhatsApp, это просто обожают. Поэтому любая информация, которая появляется здесь, внизу есть кнопка. Внизу есть кнопка. Поделиться. Она в этом. Она в мобильной версии есть. Почему здесь нету? Потому что здесь можно скопировать URL. Знаете, да? То есть сайт можно скопировать, отправить кому-то. Через Telegram, например. Но в мобильной версии есть кнопка «Поделиться», поэтому мы все выкладываем сразу в сеть. Она тут же распространяется. Мне уже через другие каналы приходит, а у вас будет вот это. Я на всякий случай имею у себя в запасе 5 информационных ногайских каналов. Авито Телекли, объявления Телекли, где вообще можно узнать все, что угодно. Отвечая на твой вопрос, я думаю, где-то вот здесь можно сделать... Я думаю, вот вместо этого, помнишь, у нас слайдер был, да? Да. Он у нас, вот честно скажу, он у нас есть, он сейчас скрыт. Есть такой слайдер, как в InVideo на сайте, он вот так меняется. Он так меняется. Вот ты сейчас подала хорошую идею, мы туда будем публиковать только афиши, и он будет меняться. Он у нас есть, он у нас был, мы его убрали, потому что, не было необходимости. А сейчас, когда ты говоришь афиши, опять-таки, с одной стороны, с другой стороны, сколько их вообще будет? У нас, по-моему, не так много, к сожалению, афиш ногайских, даже? Нет, проходят же мероприятия у ногайцев в разных частях, и чтобы в одном месте... Сколько их в месяц проходит? Сколько? Да. В зависимости от периода времени. Апрель-май нормально было, зимой я, например, не помню, к сожалению, к большому сожалению. Можно делать, потому что сейчас Ногайский театр начал хорошо развивать свои соцсети, там более сейчас работает Нурлубаева. Айляна и начал. Идея хорошая, я записал себе, можешь не беспокоиться, спасибо. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Так, еще вопросы? Кто-то поднимал руку, по-моему? Ага.
Все стесняются. Даже, Кружки ваши. даже не было это. Я же не буду просто. Все, борьба за кружку идет хорошо. Были очень классные Я вопросы. пока тоже. Адельхана посмотрел, что это все понятно. На большой экран? Например, видите Леша, ну, который это Smart, да? Да, вот Smart TV, и, соответственно, у меня включен Smart TV в телефоне. Не совсем удобно посмотреть на большом экране, как это сделать. Будет ли приложение на Smart TV до Smart TV? Самый каверзный вопрос, где бы я ни был, его задают мне. Нет, не будет. Объясню почему. Приложение Smart TV в России делает количество людей, которые занимаются приложением Smart TV, можно посчитать на пальцах двух рук. Настолько узкая профессия, вот я не знаю, кто попал, не может. Может, Эльдар будет потом заниматься? Даже Эльдар. Приложение Smart TV в России очень много ресурсов. Цена 2 миллиона 800. Я узнавал. Цена, клянусь вам, реальная цена. Теперь по тому, как смотреть в телевизоре. Если у вас телевизор B-бренд, это что? Huawei, Hyundai, BBK. Какие еще фирмы есть? B-бренды, ноунеймы. Какие есть? Xiaomi. У них до стартового работает прекрасно. Там плеер легкий. Заходите до стартового, также заходите со своего аккаунта, только он здесь выключается, там появляется. До стартового, браузер, да, браузер. Samsung, LG, Philips, очень капризные телевизоры, там браузер ведет себя по-разному. Если же браузер есть, можно попробовать в этих телевизорах тоже. Если браузера нету, а есть только Play Market называется, как называется магазин? Да, Play Market, ну, Smart TV, там нет нашего приложения. 2800 это очень дорого, к сожалению, очень дорого. И, ну, пока таких ресурсов нету. Поэтому, как мы выходили, у меня дома LG, он не показывает. Мы подключились ноутбуком через HDMI шнур. Ну, все же дома телевизор подключен через HDMI шнур. Ноутбук воткнули, никаких проблем, мы смотрели. То есть... Ноутбук. Через ноутбук заходишь на свой сайт со своим аккаунтом. Еще раз повторю, аккаунт до Start TV у каждого человека работает только на одном устройстве. На двух он не работает. То есть, если вы заходите, ваш сын заходит, от вас он вылетает автоматически. Ну, сделано по понятным причинам. Насчет семейной подписки мы подумаем. Спасибо за ответ. Ну, дай бог, иншаллах, Аллах Курса, настанут времена до Start TV, да, чтобы когда нас может позволить себе разработать приложение на Smart TV. Так, вопросы еще есть. Да, я сейчас вспомнила по поводу радио. Предполагалось, что, возможно, будут подкасты какие-то и так далее. Вот развитие радио как-то планируется? Будет ли развитие радио на Достар ТВ? Вот смотрите, когда развивалось радио, нас была одна из первых, кто был в курсе, сразу пришла мысль, я купил даже 2 микрофона. Ты видел эти микрофоны? Такие крутые, такие, ну, как же, русский разговаривал. Сразу купил на Валбересе, даже на цену и смотрел, думаю, сейчас 2 таких крутых радио, сделаем подкасты. И в это время уходит на сплю. Ну, она к тому времени обрела крутейший опыт введения разных программ и так далее. И вот честно сейчас скажу, радио же бесплатное, его могут слушать все, да? В Ногайском районе нет человека, который это мог бы сделать. Причина простая. Я сам это делаю, к сожалению, у меня времени нет. У меня есть телевидение, я должен следить за всем этим, как бы. Поэтому, если кто-то, но это надо физически быть в Терекли, потому что, ну, это сложно на самом деле, то есть где-то создать студию и так далее. Кто-то, если приедет в Терекли и будет создавать ногайские подкасты на радио, то было бы вообще круто. Это бесплатно. Поэтому пока невозможно. Вообще в Терекли огромная проблема с кадрами. Огромная проблема. До сих пор, ну, все мучаются. Все мои друзья, предприниматели, там, Грант, Мебель, Энергоспец, Батыр, все мучаются с кадрами. И при том, что я вас расстрою немножко, зарплаты в Ногайском районе достигли зарплат московских в каких-то моментах. Поэтому, кто хочет вернуться, Калимат, почему-то на Калимат посмотрел. Так что, насплю, если вдруг, Кирматима, ну тут, если решите вернуться, то хатынга хулухпар, как говорится, так что вот так. Нужен человек, который этим занимается. Но вещь нужная. Подкаст на радио был бы интересен, мне кажется, да, тоже, да?
И при том, что могут слушать за границей тоже. Кстати, вот по этому поводу. В Турции что? Да, автоматически снимается на радио, а снимает телевидение, то есть то, что вы, Русик, снимали, звук снимаем отдельно, чисто звук пускаем на радио там, да. Не только подкаст, помните, Сальмет Малибаева проводила викторины. Ну, кто жил, да, Халимат помнит, да. Но опять-таки ограничение было в радиусе вещания радио Ногаэль. Мы могли делать то же самое, только на уровне всей страны. Почему страны? Мира. То есть викторины, но опять-таки, ребят, надо заниматься. Вот честно, если вы готовы заниматься, приходите, может быть, на каникулах. Пульсин после свадьбы займется своей. Может быть, не знаю, кто-то еще. В общем, если у вас есть любые идеи, я за любой кипиш, вообще за любой кипиш. Поэтому всегда мой телефон у многих есть. Возьмете, кому надо, обращайтесь, я всегда готов к любым идеям. К сожалению, радио Ногаэль не существует больше. То есть народ лишился последнего радио. Сворачиваешь, да. Есть то стартовое? Конечно. Я просто продемонстрирую. Опять-таки отсюда рождается вопрос, допустим, если обычный, скажем так, может без микрофона. Не, просто чтобы люди слышали. Например, если музыкальный центр, да, дома, допустим, радиостанция, лобби какой-то, это не так, да? То есть это через интернет. Да. Это интернет-радио, оно без канала. Оно без канала. Смотрите, по радио что покажу? Вот радио сейчас. Оно сейчас работает? Нет, сейчас выключу. А где звук у тебя? Ну, да. Смотрите, сейчас радио работает. Переход в фоновый режим телефона ничего не меняет. Он связан, Вот. Почему он перешел туда? Русик, у тебя как-то канал связан с ноутбуком. В общем, когда вы делаете фоновый режим в телефоне, радио не убирается, радио продолжает работать. Радио продолжает работать. Спокойно. Да? Можно свернуть. Да, можно свернуть, оно работает. Это была дополнительная функция, к которой мы пришли после. Почему-то через проектор звучит, почему-то. Как-то у тебя канал связан. В общем, в фоновом режиме, в машине просто едете, телефон у вас выключен, батарейку не потребляет, а радио работает. Вот в чем тоже плюс. Это хочу, чтобы вы это знали и передали другим, кто этим интересуется. В общем, интернет есть у всех на телефоне, нужно просто зайти. Сейчас Азиз хотел спросить. По Bluetooth к машине и просто включить. Да, по Bluetooth к машине, Зульфия, и по Bluetooth музыкальный центр, то, что ты спрашивала. Да, по Bluetooth все работает, да. Да, подключить телефон к Bluetooth и включить радио на сайте, и все. Так, еще вопросы? У вопрос, да? Мне уже это определили, как раз таки по поводу зарубежных этих, на английский будете переводить. Можно было бы, но пока, если доступа нет, смысла не вижу, потому что пока ситуация в мире не изменится. По ресурсу есть доступ, просмотром нету, то есть оплатить не могут. Да, новости. Кстати, Азиз, да, хороший момент подметил. Мне сказали про новости. Почему не переводить на турецкий язык? Потому что уже Турция может читать новости. Ресурс уже имеет доступ все. Вот эти новости там, про юрту, там, да, про чемпиона из Карагаса. Можно было бы. Вот это все можно переводить. Ну, надо будет найти переводчика. Я вряд ли думаю, онлайн-переводчик с этим справится. Это будет неправильный перевод, да, по-моему. Если кто-то занимается турецким языком, то я готов сотрудничать, я придумаю, мы подумаем с программистами. Либо же там кнопку сделать, да, Азиз, как говоришь? У нас есть одна девушка, она хорошо переводит. Да, тогда про ресурс мы подумаем, сверху сразу, чтобы кнопка была, турецкий язык. Но тогда надо будет такую огромную, я не знаю, информацию перевести, я думаю... Тут вопрос в другом, переводить на турецкий язык, либо на ногайский язык, на латинице. Вот тоже вопрос, я не знаю. Ногайский на латинице турки вряд ли поймут, я думаю. Да? Не все ногайцы поймут. Все-таки, наверное, это язык государственный, который... Некоторые даже удобнее разговаривать на английскими буквами, на ногайском. Вот, например, недавно у нас контакт хороший остался в Норвегии ногайский. Ага. Я ему просто в WhatsApp переписываемся, и я ему там вопрос был в Норвегии, один по работе.
я ему пишу, я использую русскую речь, перевожу буквы на турецкий, и турецкий текст вставляю ему. И он моя, вся полайтесность, новая сцена. И я начал уже буквами английскими. Латиницей? Да, латиницей. Ага. Нагайские слова. Нагайские слова. Анлад, да? Мне легче читать латиницей на нагайском, чем... Я думаю, это предмет к обсуждению. То есть, ну, видите, сколько идей рождается. То есть, ну, не зря я приехал в Москву на один день и именно чисто ради встречи с вами, да. Давайте еще пару вопросов, наверное, потом уже, наверное, многие устали уже, душно здесь. Но если просто есть, лучше задайте. Лучше сейчас зададим, как бы. Да, мероприятие движется к завершению. Давайте финальный вопрос, если у кого-то есть. Если нет, то есть, да? Отлично. Алейкум салам. Даня Лахамиде более, наверное, тоже предложение, нежели вопрос. Когда вот радио, Нагайское радио было, Сальбек Малыбаева каждый понедельник в 11 часов проводила викторину. И мне так это нравилось. И буквально Нургалия создал. И победитель она наказала каким-то маленьким подарком, книжку дарила, либо ну, какой-нибудь сувенирчик. И сол отданым интервью ученых. Не знаю, тоже как идея. То, о чем говорили, да. В общем, можно ли проводить на Ростов-2 онлайн-викторины каждый понедельник в 11:00? Технически, чтобы на радио делать подкасты, готово все. Керек Адем и все. То есть Адем Боса вот с этого кружочка будет звучать вообще все, что хотите. Сейчас это просто плейлист стоит. Мы берем сторонний ресурс, интернет-ресурс, как он называется, уже не помню, и там публикуем свои эти. Викторию я сам очень хочу, честно. Я вот здесь помню, 3 года назад была встреча со студентами, мы со Славом Сатарем сюда приезжали, здесь была викторина, было очень-очень интересно, нагайские вопросы. Я открою, пожалуйста, рубрику «Давай поженимся». Очень нужная рубрика. Очень нужная рубрика, говорю. О, сейчас больную тему сейчас заденем, да? Я думаю, подписчики сразу наберутся, да? Они же наоборот, они же забанят мой сайт наоборот, даже отпишутся, вот курс мы грозятся. Екінші кеуіп салмауы. При вводе калимат выходит вот калимат Лукманова, Асан Найманов. Это интервью, да, у вас было? То есть много чего можно ввести в поисковике. Со многими то, что нету где-то в свободном ресурсе, существует вот здесь. Давайте еще, наверное, один вопрос и закончим. Новости предлагает надо. Можно только картинку. Видео пока нет, немножко сложно. Но пока хотя бы к новостям нам научиться. Ты видел там 5 лайков, 10 лайков. То есть народ, вот Эльдар, надо научить народ читать новости на сайте. Новость это, скажем так, мы не официальный СМИ. Расскажу для тех, кто пришел чуть позже. Я подал на регистрацию СМИ, мне один раз отказали. Не мне вам рассказывать, как сегодня в России сложно сделать СМИ. Скорее всего, не разрешат. Потому что ресурс выходит за пределы России. Это сейчас с этим, я даже об этом не мечтаю. Отказали мне раз, честно. Регистрация СМИ стоит 80 тысяч на госуслугах. Откройте, там все данные открыты есть. Я даже был готов эту сумму заплатить. Думаю, будет СМИ, будет все официально. Но вряд ли. Потому что мало что публикуем. Но информация, которая публикуется вот здесь, она более-менее хотя бы мною проверена. Но здесь не будет, знаете, там, здесь такого не будет. Здесь это более такая культурная информация, но видео пока не нужно. Надо научить хотя бы, чтобы люди читали эти хотя бы новости. Зато эти новости как-то, ну, общеизвестные, проверенные. Новошабес Бадуот. Здесь Новошабес, пожалуйста, я здесь. Кстати, друзья, кто не знает, Зульфия, выпускница, она единственная в этом зале, официально окончившийся факультет дагестанской филологии, у нее есть диплом по преподаванию нагайского языка. Давайте похлопаем. Работает учителем русского в городе Видное, к сожалению, там, да. Но такие люди пригодились бы там. Она официально училась, получила диплом, поэтому люди больше всех знают про нагайский язык. Да, но ваши яса золясяет халай. Но ваши халк юридеры, да? Вот видите, вот я вот не зря приехал, какие-то эти мысли мы заставить не можем. Скорее всего, мало кто напишет по-нагайски. Скорее всего, будет, ай, вот я спрямишь. Они да, ну, язям, а язям, айдам брейм дать то. Ну,
Честно, проблема же это на самом деле. Но есть уроки ногайского языка. Еще? Или все, в принципе? Да, Эльдар, говори. Это поехали? Я готов, если вы хотите создать TikTok аккаунт, то сам я готов вести. Нет, я просто вот по поводу... Последний вопрос. Раздел новостей вы хотите, чтобы там только новости были, да? Просто я какой потенциал увидел в разделе предложения новостей, и в предложении новостей в том, чтобы именно какой-то контент свой выкладывать в плане того, что как во ВКонтакте в каком-нибудь паблике ты можешь предложить пост, где там видео или картинка какая-нибудь, вот, в плане того, чтобы наши молодые... То есть соцсеть ногайская? Вот что-то типа такого, чтобы... Сложно будет очень. Ага. Сложно будет. Программисты согласятся, наверное, потому что это, по-моему, это огромный объем работы соцсеть. Я об этом думаю, честно сказать. Да, у вас в активе есть паблик ВКонтакте? Да. Смотрите, вот внизу, вот Эльдар, чтобы лишних вопросов не было, смотрите, YouTube, ВК, Одноклассники. Одноклассники, конечно. Конечно. Одноклассники, куда без этого? Вот паблик. Здесь нас я, правда, убрал. Вот Руслан Ямполов. Да, есть и этот, и все есть. Айданак. В общем, ой, извините, это мое личное. Здесь Мария. То есть и ВК, и YouTube, и Одноклассники. Остальное запрещенный грамм я здесь не имею права публиковать, но там тоже все есть. ТикТок, если возьмешь, я готов публиковать. Просто дублирую и все. И публикуй свое. Будешь таким, собственно, внешним корреспондентом. Да, в ТикТоке. Есть модное слово амбассадор. Амбассадор. Эльдар, да. Топтай, таптау. Аны жайлы топтай бар артынан берілсе. Құр жақсы істеге жайлы. Если, в принципе, все. Амансыз байланысты, менде сұрау ту, менде благодарность. Айтқым келеді, бәрі үлкен құлыққа сіз еткеніңізге. Мен достар тұрғанын почти с самого начала. Бәрі реагирует. Вот имя ваше. Рая. Мне Наташа созванивалась. Все, понял. Ага. Икон предложения тоже принято yazdık. Именно. Айтқым келеді, икон бет күшті көп салынады. Шу проектқа мен сама представляю, хотя я обычный человек, вообще не связана с этой сферой, обычный воспитатель. Но менде каждый день почти, или раз в 2 дня, достар всегда фоном, там музыка, радио, любой программа, кулинарные, у него клипы, бәрі салып қоямын, онға өзім көргім келді, сонда қараймын. Особая благодарность за архивный материал. Вот ескі алдыңғы видеоларды бек приятно қарамаға. За документальные фильмы, за видеоклипы. Сол видеоклиплары тоже. Тулпардың концертін неше қарам қарам, КВН'ді неше қарам, по кругу қарамамыз. Көп сәтті қараймыз ішіне. Так что көп сау болыңыз. Бәр командаға тоже. Ну, если все, я, наверное, тут, как Русик говорит, очень тяжело было нести. Да. Прежде чем к конкурсу, резюмирую то, что сказал Данил Акай. В общем, двери Достар ТВ всегда открыты. Нужно просто постучаться. Да. И вот последний вопрос. Есть у кого-то идея что-то сделать, как связаться, подать с тобой, с кем-то другим? Если скажу номер, можешь запомнить. Смотрите, во всех в этих сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, кроме Ютуба, есть, ну, во-первых, всегда здесь была у нас кнопка обратно. Мне номер бәрін давай, во-первых, кто делал свадьбу. Да, контакты. Смотрите, даже такой блок есть. Во-первых, все как положено, ИП, БИК, ИНН и так далее. Пишите обращение, отправить. Попадает ко мне. Это через mail, если кто.
Если хотите пообщаться, 928-26, ну, короче, номер есть. Вот у половины в этом зале точно номер есть. Говорить не буду. На связи, могу не ответить, перезвонить. Скорее всего, не отвечу, перезвоню, потому что часто бываю занятым, но здесь все есть. На сайте, друзья, все сделано, чтобы мы общались с вами, чтобы был диалог. И ВК, и YouTube, и обратная связь, все здесь есть. Хватит, это наш сайт нашей молодости, даже, Золя? Даже, Марина? Ну, Марина, до сих пор там музыка, я у тебя слушаю иногда музыку. Да. Ой, не надо говорить. Я хочу сказать спасибо, но сначала давайте сначала, наверное, вручу. У меня не было такого, чтобы я сейчас прям смотрел, кому вручить и так далее, но я не знаю, у чего у этого человека есть кружка, может, она своровала, когда работала в офисе. Да, но на сапле я вот тебе, на сапле это новый, смотри, но по-новому написано, видишь? Друзья, давайте вот человек, который вложил неимоверное количество труда, спасибо тебе огромное, безмерное уважение. Друзья, вот человек ушел, я ее поздравлял с 8 марта, да, я вот не забыл про нее никогда, то есть я не забываю. Спасибо, Настя. А, вот так, да? Ученик превосходит своего учителя. Ты мне помогай, да? Ну, человек, который сегодня прям мне про Эльдара, тетя Марина про тебя рассказывала, что ты такой идейный. То есть Эльдар знает историю нагайского народа, да? Со слов мамы, да? Да. Как фамилия? Абдразаков Эльдар. Терекли. Корни тереклинские, правильно? Черленый бурон. Друзья, давайте поаплодируем. Да. Абудину брату своему салам передавайте. Редко же Абудин связга. Так, Русик, ты мне помогай? Я вот не помню. Смотрите, вот как у вас аккаунт в Инстаграме? Да? Вот, я же вас вот так больше знаю, друзья. Но этот человек постоянно постит, репостит. Рая вас зовут, да? Можно я вам вручу кружку, пожалуйста? Да. Спасибо вам большое. Кто еще нас спрашивал? Вот Фатура спрашивал, Халимат спрашивал, Азиза спрашивал. Азиз обойдется. Джалиль, может, такие, знаешь, сколько напечатает? Джалиль, 200 рублей, давайте кружки стоят, Джалиль, да? Давайте, друзья, вот смотрите, человек, который... Я очень хочу, Калимат, чтобы ты... Я всегда, Калимат, говорю, по тебе плачет институт имени Горького, который оканчивали всего 5 нагайцев. Покойный Кадрят Емуль Булатова, Валерий Казаков, Айнара Нургишиева, помоги, кто еще двое. В общем, 5, мы их считали. Гамзат Аджигальдиев, 5 нагайцев всего лишь. Последняя Айнара Нургишиева, она пишет. Айтнча, еще один человек не вспомнили. Калимат, к сожалению, не поступил, друзья, но человек пишет стихи. Поэтому, Калимат, чем бы ты ни занималась, пожалуйста, пожалуйста, Арадабада Яша, Рыма Яша, твои съемки здесь есть, еще опубликуем. Вот, может, кружка большая поможет тебе, давай я тебе вручу. Спасибо тебе, Калимат, за все. Я хочу, Айганат, мы женили в прошлом году, кружим в этом году. Я вам двоим подарю, летом хорошо, кружки я не смог принести. Я вам обещаю, хорошо? Да. Не, 2 на 2. Все это будет. Все это есть в Терекли, просто привозить его. А вот эту кружку я бы отдал бы человеку, который давно знаю. Зулей, она с моей родной сестрой училась вместе. Зульфия, друзья, учитель нагайского языка. Спасибо. Надеюсь, никого не обидел. Ханя Паков не обиделся, да, за кружку, да? И знай Тасьем, да, мотивационную речь и так далее. Я не хочу этого делать, друзья, но ваша Вадим, Айолом Ногаим, неудобно, сейчас покраснею. Когда я начал делать Достар ТВ, сначала скажу такую притчу про менеджмент. Когда уборщицу увольняют с работы, что она делает на следующий день? Она выходит с магазина, находит работу уборщицы, продолжает работать, правильно? Когда продавец увольняется с работы, что он делает на следующий день? Другой магазин находит. Он находит другой магазин, работает продавцом. Когда директора магазина увольняют, генерального, он уходит в другую компанию, пишет резюме, поступает на работу, нормально работает. Когда индивидуальный предприниматель, у него отжимают бизнес, он не уходит директора. Он идет, создает свою новую компанию. Когда я создавал Достар ТВ, я по профессии учитель биологии. Отношения, не то чтобы 0, такой минус между мной и вот этим телевидением, да? Когда я начал это делать, многие крутили у виска, честно, мне прямо говорили, ты не потянешь,
у тебя ничего не получится. Прошло 3 года. Существует суперсовременный сайт. Были вложены деньги, это, я честно, эти вложения вообще не считаю за вложение, потому что неважно, что будет дальше, я буду управлять, другой человек, сайт останется. Может появится какой-то инвестор, который скажет, сделай его полностью бесплатным. Оно и так уже больше половины здесь бесплатно. Меняет по всем новолер. Особенно яслар, елдар, сиздейлер, мне калимат, иранат. Біз уже ясту, біз біз можем, Азиз, мен, жаль, мы можем такие вещи организовывать. Амма идея құлықты етпе ол только яслар. Мен үмітленім, аял новай халқым, яслар бізден соң әлі болса да шышы құлықты әлді алдыға бардырарды. Егересе біз етпесек, біз көріп бірші азнақай халық, көріп бірші біреді біздің ақымызда біз айтпады болады. Күшіміз етпейді сөзді, сөзді қайтармаға сөз қайтармаға күшіміз етпейді. Соғыр менде үкөнтілік шышы құлықты бір шет ектіп. Еверіңіз видеолар, yazыңыз мақалалар, мақала деген статья, шығыңыз сахнаға, сколько проектов мы вот на КВН сколько родилось, да? И соңыма мен ойлаймын, үйтсе, бірше ішлесік, новайынызды бәрдәрі болады. Көп сау болыңыз, келгеніңізге көп сау болыңыз. Әлді бір айтпай өсем, в принципе, все, если хотите сфотографируемся, не хотите, не обижайтесь. Так, ну что ж, получается, на этом наше мероприятие «Безумие шоу» подходит к своему завершению. Спасибо всем большое, что сегодня собрались, послушали и посмотрели. Давайте еще раз громкими аплодисментами Короче, начинаем заново, смотрите. Я скажу, салон.